девочки, вот такие вышли новинки. Они у нас будут в продаже. Посмотрите, это вот форма такая, как у меня. Вот именно такой посудой пользуюсь я. И форма, и цвет. Ну, вы видели, да? Я пользуюсь такой посудой. Но вот сейчас вышли еще вот такие вот, немножко другие, измененные, не формы. Но тоже очень красивые. Для меня это я впервые увидела. Мне тоже очень понравилось. Я, конечно, вот обратите внимание, есть чисто зеленые, да, а есть вот внизу с позолотой. Вот мои тоже домашние, вы помните, у меня тоже с позолотой, они идут внизу. Но есть на любителя, есть кто захочет просто чисто зеленый, да, например, цвет. Также вот такие вот расцветки. Обратите внимание, это новинки. Самое-самое все, что наилучшее идет из новинок, я всегда закупаю и вам привожу. Все самое красивое, то, чем бы пользовалась я сама и пользуюсь. Вы это знаете. Поэтому разные цвета, разные расцветки, формы. Также вот такие вот кастрюльки есть. То есть у нас тут есть все, что душа пожелает. Еще я позже вам сейчас покажу все, что есть. Также вот такие вот чудушницы и разные. Вот как вы бывает просите, киса, сделай нам сковородки, чтобы маленькие, большие размеры были. Да, ну, кому, у каждого свой вкус, свои интересы, да. Вот, поэтому вот такие вот разные сковородочки есть в наличии. Далее, что касается там миксеры, потом разные электромясорубки хорошего качества, фритюрницы. Ну, в общем, я не знаю, у меня разбегаются глаза, девочки. Здесь чего только нету. А также я вам возьму и под цвет подберем вот такие вот. Вот под кастрюли можно подобрать. Это будет идти набор для специй, ну не для специй, там для чая, для кофе, для сахара, как захотите. И с ними же идут и в наборе хлебницы, различные утюги. Потом вот эти вот для ванны. Потом вот эти планетарные миксеры на любой вкус и цвет, и карман. Я не знаю, как вам будет угодно. Также вот такие вот чайники, термосы, 5-литровые, 7-литровые. Далее идет вот 2 в одном. Как он называется, забыла? Самовар. Самовар с чайником, да, крутится в голове. Руки замерзли, ужасно. Вот такие вот самоварчики тоже можно подобрать под цвет с кастрюльками. Для ванны вот такие вот шикарные наборы. Потом это отпариватели. Ну, в общем, девочки, утюги, разные кастрюльки, сковородки, если брать по отдельности. Это все тоже есть. Кофеварки, турки. Это электрические турки, да? Да. А в какую цену? Дальше смотрите, чайнички к посуде, 2 в одном, шикарные, тоже себе такие зеленые купила. И также по отдельности чайнички. В общем, друзья, вот такие вот отдельно грильницы, посмотрите. В общем, такой шикарный магазин. Я, конечно, видела много чего, но вот такие вот штучки. Утятницы, как их по-другому называют, ну, утку запекать можно. Да все что угодно можно делать. Также к этим кастрюлям можно подобрать и мантоварки. Я вам сейчас покажу. Разные, девочки, обратите внимание. Разные сковородки, совершенно разные. Утюги, электрические чайники. В общем, все есть. Обратите внимание, мантоварки тоже под цвет можно подобрать. А мантоварки 32 или 30? Или какие у них? 30. Мантоварки, в общем, здесь чего только нету, девочки. Огромный склад, огромный выбор. И дешевле уже нигде не найти. Посмотрите, какое все красивое. Можешь идти рядом с ним сидеть. Подшибать. Девочки, все буквально есть. Вот такая вот посуда есть. Теперь с чашками, салатницами, сервис. Здесь можно купить все. Лимонадницы, какие хотите. К ним подобрать бокалы. Разные совершенно бокалы. Конфетница, сахарница, фруктница.
Все идеальное качество, идеальное просто сольницы для меда. Вот такая вот конфетница или варенье можно. Вазы различные, различные вазы, тортницы, минажницы для конфет. Чуть поменьше минажница. Эта посуда очень, фруктница огромная. Эта посуда шикарно смотрится на столах. Обратили внимание, свадьбы, которые я снимаю, в Чечне всегда на столах стоит вот такая посуда. Наверное, вы обратили внимание. Вот такой в голубом цвете сервиз шикарный. Просто шикарный, девочки. Вот такие вот чаевые сервизы, чайные. Не столовые, а чисто чайные. Это вот в желтоватом цвете. Вот такие вот, посмотрите. И также роза. Все можно подобрать. Чайник, сахарница, тарелки, под первое, под второе, тортница. Роза вот в таком рисунке. Обратите внимание. Девочки, пока что цены еще прежде, но говорят, что будут подниматься в связи с событием в Турции, что все цены будут ужасно подниматься. Вот такие лимонадницы, к ним ко всем можно подобрать бокалы совершенно. Любой бокал можно выбрать. Посмотрите, обратите внимание. Подносы, чашки 40 сантиметров, разные вот чашки на мероприятия, там дома, когда с оленями занимаетесь. Подносы совершенно разные. Вот тройки, вот такие вот разные. Дальше вот такая вот иранская чистая алюминиевая посуда. Обратите внимание, какая красивая, девочка. Только это есть подсвечники в серебре. Я еще сейчас попробую. Чисто алюминиевая. Смотри, какая красота. Может, здесь у них есть. Это 100 лет. Срок, в смысле, если вам что-то не понравится, 100 лет у него гарантия. РМ, видите, новых больше предметов. Вот таких не было раньше, теперь есть. Зеленый вот такой вот сервис. Здесь вот голубой в таком виде, в красном виде. Обратите внимание, девочки. Большой вот такой вот розовый мелкий рисуночек, симпатичный, очень симпатично. Вот такая вот посуда, ромбиками такими. Вот такая вот, чисто голубая в клеточку, посмотрите. В общем, выбор огромный, в полосочку черный, тоже ходовая модель. Вот такой синий с золотом. Вот такая вот красота, посмотрите. Черный вот такой с золотом. Зеленый с золотом. Под кастрюльки, под ОМС, под зеленый, шикарно. Под красные кастрюли, шикарно. Под бирюзовые, шикарно. И такие можно под бирюзовые заказать посуду. Вот какая царская, красивая, очень ходовая посуда. Желтая посуда, кого интересует. Вот такая вот посуда. Ромбиками, только золотой цвет. Дальше люстра написано. Где-то там в углу посуда продают. Дальше из них получается люстра в углу стоит там. Он настолько хороший товар, но он такой говно человек, простите, что к нему. Не, я знаю, не только. Вот очень много людей жалуются. А это? То же самое, А, это то же самое? Да. А вот это? Это 1400. Мне кажется, так замёрзло. Вот такой вот 21 предмет. Тоже хорошая вещь. Кастрюльки, девочки, разные. Вот такие вот сервизы, посмотрите.
хрустальные вот такие кружечки для кофе маленькие. Вот сервиз Мадонна. Вот такие вот кружечки, девочки, для кофе. Турецкие, очень красивые. Ну и здесь много чего из этого. Совсем маленькая минажница, фруктница, конфетница. Это то, что золото не уходит. Сколько бы ни мыли, золото не уходит. Кружечки, обратите внимание, какие красивые. Сахарница, кружки разные, фруктницы разные, тортницы разные, огромные, большие. Я обязательно в новый дом буду брать такую посуду, ну, на какие-то события. Когда такая мощная тортница стоит, фруктница. Это очень красиво на столе смотрится, очень. Богато на столе смотрится, на белой скатерти, очень. Также вот такие вот в разных цветах чудушницы. В разных цветах. Будем брать оптом. Еще, девочки, из вот такой серии есть все. Чтобы вы понимали. Вот они, девочки, кастрюльки. Я их закупила. Они теперь в наличии. Посмотрите, как они красиво смотрятся. Видите, какой цвет красивый. Обратите внимание. Такие же вот и мантоварки. Тоже розовые. Можно подобрать. С золотом. Да какая красивая. Машалла, девочки. Очень красивая. Очень качество у них отличное. Это как вот у меня кастрюли дома. Только у меня в зеленом цвете. Он же ехать туда сюда, но там едет сюда. Смотрите, девочки, новинки. Каждый А день у вас доска новинки. 6 была, да? А? Доска 6 была? Да. Я их не считал. Кастрюльки, смотрите, друзья. Машалла. Какая красота. Обратите внимание. Самое страшное. Красиво. Друзья, как красиво. Девочки, снимаю сейчас обзор для вас. Вот, снимаю для вас обзор. И в этот же момент приходит мне комментарий. Ну, сделано неделю назад. Ну, я надеюсь, вы поняли, да? Неделю назад. Пишут, а почему вы больше в Хасавюрт не приезжаете закупиться? Говорят, вы там украли 2 набора комплекта, и вас с позором оттуда выгнали. И нашли у вас газели. Ну, начнем с того, что в Хасавюрте на своей газели еще не были ни разу. Аллах этому свидетель. Да, не были ни разу. Но смешно. Второе, что украли и больше не появляются. Это в Хасавюрте все чеченцы. Там из 100% 90% чеченцы. Радио работает так, что с таким бы позором для меня бы это все обернулось. Да зачем об этом даже рассуждать? Мысли такой никогда не было у меня в жизни. В моей жизни мысли не было. Хоть бы мне Бог руки отрубил. Что-то украсть на базаре. Вы что, денег полные карманы ради Аллаха? Это ж додуматься, а написать. Вы если думаете, что вы очерните мое имя, вы не туда попали.
Если вдруг это случилось, да, я действительно украла, допустим, да, как вы говорите, если это случилось, и я украла, пусть меня Аллах накажет всем самым страшным, насколько это только возможно, да, если это правда. Но если это неправда, пускай это все вернется к вам. Потому что так сильно клеветать на человека, это уже перебор. Я еще раз повторяю, если же я это сделала, пусть Аллах меня накажет самым страшным, моими детьми, чтобы он наказал меня этим. Но если вы врете, и вы пишете это назло мне, чтобы меня опозорить, пусть Аллах сделает самое страшное с вашей семейкой, со всем вашим родом, за ваш язык поганый. Твари проклятые. Как вас еще назвать? Вот сейчас это все говорю, нормально люди скажут: Киса, не объясняйся. Не объясняйся. Ну зачем ты этим тварям? Ну ведь понятно, что все это зависть, что все. Ну не могу, блин. Ну как вот можно сказать на человека? Как можно придумать? Ну как? Ну как это вообще возможно? Почему приезжаю? Да потому что тут намного дешевле. Намного. Вот и приезжаю. А что такого? Я ж не открыла для вас Америку. И разнообразие большое. То, чего там не найти. Но это не значит, что я туда не буду ездить. У меня там тоже. Там и тут нету такого, что там есть. Там нет такого, что здесь есть. Ну, вот так вот. Вот такие наборы, девочки. 12 штук. Там 6 больших, 6 маленьких в комплекте идет. Bir ayda zat daha yarım, bilmem Mart'ta taze şey olacak, yenilenecek ne olacak, ızlat Вот такая вот красота посуды. Все это есть в наличии. Закупили, девочки. Смотрите, как это красиво смотрится. Bilmem bir dokumentim var, hamsular olmaz, prosto nasıl birden de dersler veren birine yaxşı. Dedim abi, dedi kim de usta vatandaş dedi, mevcudi var. Neyse oraya bırak. Geçir usta vatandaş o getiriyor, padavat eləyədin. Benim Mersin'e ne diyor? Diyor ki ben bu göçeliyim. Ne tür o bilmiyorum. O niye hileliler? Yani Вот такие светофоры. Бывает нержавейка сверху, бывает разноцветные, бывают вот такие розовые, фиолетовые, разные. O diyorsun, şu olsa diyorsun. Ben dedim ki, Hasan yarım onda. Agora nós não vamos corona garreta, que vai fazer? Tam kızı kişinin kızı mı var? Şimdi yapacağım ki. Çiçeği. Ne dönüyor? Ne hoş yapacak. Вышел он оттуда. А? А я говорю, муж вышел оттуда. Хорошая вещь, электрическая турка.
Хорошие такие горянки. Тоже очень хорошее качество. Чайники очень хорошие, девочки. Гарантия есть. Если что случится, то обмен, сказали, сделают. Но у них все хорошее. У них огромный оптовый склад. Ой. Я сейчас скажу, здесь или рядом туалет? А куда вышел? Пойдем. Что делать, одеться? Ну, что ты такое? Сказала мне. Сиги. Так, мы закупаемся, друзья. Сейчас еще привезут. Так, еще кастрюля. Ох, что, мою? А, светофорщина, видишь? Так, давай сейчас покушаем тогда. Нормально. Загружать надо до конца. Хорошо, когда газель. Полно товара можно привезти. Друзья, приехали мы с рейса, отдыхать нормально возможности не было. Вот привезли на 400 тысяч чем-то только одних светофоров. Смотрите, как это все выглядит. Сейчас Анжелика продемонстрирует. Интересно, в этом ящике сколько штук? В самом ящике? Мне кажется, По 3. 12. 12, да, 12. А 12, 12, 12, сколько взял? 12, 12, 12. Еще пакетик отдельно убирай сразу. По одной чудесной. Угу. Видите, как красиво, да, чашки такие. Они вместительные, красивые. Вот в каждой крышка. Сейчас Анжела поставит, расскажет. Каждая в своем пакетике они идут. Угу. Я чуть сюда подвину, чтобы они не падали.
желтая, оранжевая последняя, да? Ну, вот так вот это, друзья, выглядит. Мама его шаре. Да, ничего не пойдет. Может, свет выключи, беседа не выключи. Друзья, приехали мы домой, привезли все ваши заказы. Кому не хватит. Девочки, оказывается, снимала на Анжела телефон. Думаю, что-то не то. Ну ничего, Анжела занесет себе вон. Софишка, скажи, пожалуйста, людичкам всем привет. Всем привет. У Софишки папа заболел, да? Софишка лечит папе лекарства, относит все. Ой, заболел. Ну-ка, сколько бедный навозился с этой машиной. Я пойду ему таблетку туда, которая налила. У нас еще, знаете, он мне только по дороге признался, когда ехали назад. Оказывается, у него машина еще и загорелась. Она у него там что-то не заводилась, и он там как-то ее хотел согреть, что там как бахнуло внутри. В общем, у нас эта дорога была просто, ой, просто, друзья, я не знаю. Все раз по дороге ехали туда, представьте, выехали по дороге, а там метет всю дорогу как раз. Идет мокрый снег. То есть, да, мокрый снег и мороз. И сразу льдом берется стекло лобовое, что вообще не видно, куда мы едем. Совершенно не видно, куда мы едем. Это я просто не знаю, это просто какой-то ужас. Мы намучились. Мы, наверное, ехали туда часов 6-7, а то и больше. Хотя мы можем за 2-3 часа доехать, но очень долго ехали. Каждые 5 минут останавливался, он протирал, поливал с бутылки, и потом вытирал. Еще эти дождевики не работали. Вот, еле-еле доехали. Утром проснулись, машина не заводится, аккумулятор не работает, и там что-то еще не... В общем, вначале ж не понял, в чем дело. Машина, ну, не так давно у нас все равно. Машина долго стояла, не работала. Любая машина, конечно, нужно ее там где-то посмотреть, подремонтировать. Ну, в общем, первый день провозился целый день с ней. Второй день, то есть мы приехали, второй день провозился. Потом уже на другой день, типа, смело выходим, едем закупать, все. Какой там? Пораньше встали, не заводится опять. Не заводится, и все. Еще этих вызвали, транспортная вот эта компания такая специальная есть, прикурить называется, что машину другую вызывают, от нее заводят другую машину. В общем, это вызвали, ничего не помогает. Машина на газу, завестись на газу не может, все замерзло. А на бензин, как перейти или что там он вообще есть, он этого не знал. В общем, он бедный эти 3 дня до такой степени там намучился, намерзся, и я с ним стояла рядом. Потом уже он говорит, а что ты будешь стоять, иди, ты же все равно не ремонтируешь, а мне жалко одного оставить. Ну, в общем, вот так вот. Друзья, вот такие вот дела. Поэтому товар весь привезли, заказывайте, все есть в наличии. Светофоры у нас по 2000. Пока что цены поднялись уже страшно, говорят. В следующий раз завоз по какой цене будет, я не знаю, девочки. Пока что я купила по тем ценам, что и раньше. Вот такие вот дела. Никого не слушайте. Что бы ни говорили. Я говорю, Ольга, Уралка, которую я посылку отправляла, женщине сделали вторую группу по состоянию здоровья, но я еще не смотрела. Мне просто вышли в ролик такие хейтерские каналы. Это ужас, Господи ты, Боже мой, это ужас. Как вот это вот землетрясение и все, что происходит, это из-за этих людей. Это из-за них, они гневают эту землю. Они гневят страшно все вокруг. Нет, когда такое в мире происходит, когда люди под завалами лежат. Вчера я смотрела, детки маленькие, сколько детей отправили, младенцев, которым неделю, месяц, их нашли. Представьте, живых, а родителей нет. И, возможно, эти детки остались сиротами. Как можно гадости писать? Да Аллах вас накажет. Ваши речи, вот запомните, мне одна женщина очень хорошая моя из подписчиц, она говорит, киса, я не знаю, вот у меня в жизни так устроено, если кто человек мне плохо сделал, рано или поздно его Бог наказывает. Вот не знаю, я этого не желаю, но он наказывает. Я недавно нарвалась на этих твоих хейтеров. Это, киса, это просто больные люди. А вот посмотришь. А ты просто скажи, ваши речи вам на плечи. Ваши речи вам на плечи. И посмотришь. Пусть пройдет время. И я теперь только это говорю. Ваши речи вам же на плечи. Ваши речи вам же на плечи. Это что только не несут.
Что только не несут, что прокручиваю деньги, я что забираю у людей, не отправляю. Так а кому это все я привожу? Каждый раз сколько товара привожу? Для кого это все? Где логика? Люди, которые просто послушали их, поверили, или они сами, когда это говорят. Для кого? Вот этих ящиков 10 штук. Только светофоров. Да какой там 10? И сколько упаковки, Анжи? 12. 12. 10 штук. Это Мосхоуса всего. Этих коробочков. Сколько получается? 12 коробок на это. Умножь. Анжела, как всегда, на своей волне. Я имею в виду столько товара, девочки. Это, я не знаю, на огромную сумму привезла товара. Для кого это? Скажите, для кого я это все привожу? Себе любоваться всем этим? Не должна быть логика у людей, когда показывают, сколько посылок отправляю. Кому я их отправляю? Но это все ерунда, это все мелочи. Я говорю, ну вот эту Ольгу я нашла. Я там периодически могу там где-то быть резко и так далее. Ладно, я уже, даже если за себя ничего не говорю, ладно уже, я уже привыкла. Но эта женщина, она же такая милая, приятная женщина. Какой там у нее характер? Мы все не ангелы. Но она все время сдержанная, приветливая, спокойная. Как можно нести эти гадости со всего мира? Вы люди или кто вы вообще? Кто вы? Из-за этого землетрясения. Из-за этого все беды. Потому что Аллах не может больше всего этого терпеть. Из-за этого всего. Потому что такие проклятия посылают. За что? Люди под руинами лежат, завалили. Вы лишились всего. Президент страны плачет на взрыв. Мужчина, какая беда. Что же вы творите? Да неужели вы думаете, Аллах до вас не дойдет? А? Неужели вы думаете, вас он не накажет за ваши языки? А? Ну как же так? А? Очнитесь. Нельзя так. Нельзя так поступать, народ, вы что? А то, я же говорю, я уже за себя ничего не говорю. Но просто на эту женщину какой бред несут. Я вот по дороге ехала, чуть-чуть зашла, мне плохо стало просто. Просто мне стало плохо. Это ужас. Ваши же речи вам на плечи. Все, что вы говорите, ваши речи. За все. За обман, за воровство. Все это пускай сделает Аллах, чтобы это все к вам вернулось. Я об этом молю Аллаха. Ваши речи вам на плечи. Вот тут проклятия нет, просто это говорится. То, что вы говорите про меня, пусть это на ваши плечи падает. Пусть Аллах разберется, кто из нас прав, а кто виноват. Кто врет, а кто говорит правду. Смотрите, девочки, какие красивые. Ну, цены, сказали, будут добавлять. Мне жалко вообще. В Турции уже, говорят, возросли цены намного. Вот это сейчас, что привезла посуду, пока что она по той цене, вот из этой серии. Пока что она по этой цене, а там что будет, я не знаю, я не знаю. Мы сегодня собираем посылки, и завтра будем собирать. И завтра же в ночь выезжаем опять за товаром, потому что я уже оплатила, нужно привезти, потому что очень сильно поднимутся цены. Прям очень сильно поднимутся цены. Чтобы успеть закупить еще, если еще успеем. Это тоже вопрос такой. Девочки, ну вот смотрите. Вот эта вот упаковка стоит, целая, вот эта упаковка стоит 2000. Вот так вот. 50 на 100. Это лицо. Такие же точно. Но баня, вот она баня. Здесь 70 на 140 размеры. Тоже очень красивые цвета. Посмотрите, ну, я не буду все открывать. Никак не можем спать уложить. Висхан хилоцем. Что, кулер тебе можешь дать соис? Не пьет воду с крана вообще, только с кулера. А в кулере вода закончилась, в бутылках купили сегодня. Вообще не пьет с крана. Девочки, что я хотела сказать? Ну вот, смотрите. 6 штук, это вот этой в упаковке, ее цена 3500, упаковка целая. Здесь 6 штук. Вы видите, я не буду открывать, девчонки, но вы увидели, какая у них расцветка, просто это большие, вот они. Вот, это лицо, а это баня. Конечно же, баня, они большие полотенца, большие. Будет баня, которая у меня продается поштучно. Вот эти у меня идут упаковка. А будет баня, я покажу вам, которая, ну это царская, это называется царская корона полотенца. Вот, вот они. В упаковках все идут. Пожалуйста.
Вот такие красивейшие цвета. Вот, пожалуйста. Вот так вот упаковочка 3500. Очень хорошая цена. Очень хорошая цена. То, что я показала, можете убирать. Вот они. Смотрите, какие красавцы. Вот эти упаковочки можете убирать. Складывать на диван. Только хорошо складывайте. Вот эти я вот уже показала. Дальше, девочки, у нас вот такие вот полотенца. Но такие у нас... стоп. Да. Это не показывала я. Убираем. А? Да. Не, я имею в виду вот эти я не показывала. Девочки, вот также вот эти вот, которые как со львом, я вам говорила, которые с выбитой. Какая-то женщина здесь, Версачи. Вот так вот это идет набор. Это баня, 70 на 140. 3 штуки, вот они вот так вот. Ну вот вы видите, да? Вот так 2500. Вот так 3 штуки. Это шикарное качество. Берут так хорошо, берут воду. А у меня у супруга, как только такие вышли со львом, он взял, я ему дала в рейс. Висхан, тебе я в армию давала полотенце такое. Ты его не привез, да, наверное, туда? Забрали, наверное, да, у тебя его? У Висхана забрали, им там разрешали. Я дала, но им разрешали пользоваться только армейскими. Кто это прислал? Сейчас. Так, девочки, вот эти вот идут они у нас. Наикрасивейшие, шикарные полотенца. Это у нас идет только баня. У нас нету таких ни лица, ни рук. Это вот баня. Я, конечно же, одно из них достану, потому что, конечно же, захочется посмотреть на вот эту красоту. Смотрите, какие красивые полотенчики. Смотрите, какой шикарный низ. Я с такими встретилась впервые. У меня на канале они впервые я продаю и видела я. Нет, полотенец разных видела, не сказать, что я не видела полотенца. Ну вот понравились какие-то необычные, знаете, махра такая капитальная, мягенькая, которая прослужит вам 100 лет. Просто ее нужно стирать с ополаскивателем, обязательно. Не так порошок, даже вот, это белое мы кипятили полотенце, а эти кипятить не надо. Сейчас мы как в этой жизни живем? Попользовались полотенцем, сразу его в стиральную, правильно? Мы ж не сушим его. А что там мы такие грязные, что пятна оставляли? Я и в порошок не добавляю. Я ополаскиватель Ласка, либо турецкий, на 18 минут. И цвет не теряет, никаких порошков не надо, и запах хороший, и мягенькие. Не надо им кипятка, обычная средняя водичка. Вот такие вот полотенца. Это 70 на 140 размер. Посмотрите, пожалуйста. В упаковке 6 штук. Я отсюда, видимо, одно брала уже. Да, видимо, я отсюда брала. Потому что я вижу, что 6 штук. Вот, 6 штук в упаковке. Я вам показала, как они выглядят. Шикарные полотенца. Их 6 штук в упаковке. Это тоже можете убирать. На них одинаковые тоже. Так что, чтобы время не терять, пока выключу, подготовлю себе. Так, девочки, идем дальше. Я вам обещала показать. Это у меня фарточки были далеко. Сейчас я их нашла. В открытом виде фарточек я вам показывала. И вот так вот выглядит лимончик. Очень хорошие фарточки, как я и говорила. Они по 800 рублей. Вот. А, кстати, кофе открою, прям покажу. Потому что это новинка. Очень красивые фарточки. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вот такие красивые. Они, посмотрите. Кофе. Вот. Видно хорошо? Вот кружечки. Карманчик есть. Хороший такой фартушек, знаете, нарядный. С рюшечками. И вот, как я уже показывала, вот такой вот с лимончиком. Там, может быть, сейчас приближается 8 марта. Да? На подарочки, пожалуйста. Вот. Лимончик красиво упакован. Кофе как красиво упаковано. Все это есть в наличии. Много-много товара привезла. Вот такие нежные расцветки, цветочки. Посмотрите.
800 рублей стоит фартушек. Вот лимончик, кармашек там, может быть, телефон положить, да, или мало ли там, ключи там, ну, на всякий. Вот такие фартушки. Можно вот так вот подкатить, если там сюда не хотите вот так вот одевать. Можно вот так вот сделать его коротеньким. Вот такие поясочки, вот так сделать. В общем, фартушки в наличии. Заказывайте своим мамам, женам, сестрам, всем. Пока киса добрая. Дальше, вот такие салфетки, это впервые в наличии у меня. Они вот именно как тряпочки, но не для кухни. Их 2 штучки в наборе, вот так. 2 штучки в наборе. Здесь качество хорошее. А значит, девочки, вот это вот стоит, я, если честно, не знаю на них цену. Ну, спросите, вот правда забыла. Это из нового товара, не помню, сколько они стоят. Но это хорошее качество, эти полотенца хорошие. Я посмотрю, потом, возможно, скажу цену. Вот так вот 3 полотенца идут. Это баня, 70 на 140. Я их не буду открывать. Вы знаете размеры. Это очень нежные, очень хорошие полотенца. Это вот велюр, как обычно. Вот идет велюр у нас. Да, вот такие вот полотенца. В наличии этот набор стоит 1700. Вот здесь 3 баня. Нежнейшие цвета. На подарок, я думаю, женщине отличный вариант. Допустим, вот, пожалуйста, да, полотенчики подарить. Вот такие. Фартушек можно. У Анжелики духи заказать можно. И все. Подарок готов. Вот. Что такое 1700? Ничего. Ничего. Дальше. Вот такие у нас сад. Называется сад полотенца. Они тоже идут только баня. Но их не 3 штуки, их в комплекте 4 штуки. Этот комплект стоит 2500. Здесь каждое из полотенец 70 на 140. Хорошее полотенце, качество махра. Вот такие вот цвета. Вот это вот нежно-розовый. Не совсем камера передает цвета. Вот я вижу в реале их, как они вот так вот, да, вот. Вот розовый цвет, голубой. Это как бы синий, то ли с фиолетовым оттенком. И чисто красный. Вот такие вот вишенки. Очень красивые полотенчики. Пожалуйста. Далее идем. Вот такие шикарные, девочки. Просто не передать словами. Вот так полотенца идут. У меня есть и баня, и лицо, и руки. В бане 3 штуки. Я сейчас покажу поближе. В бане 3 штуки. Я просто хочу вам показать, потому что это у меня впервые такая расцветка. Вот такие вот они большие. Посмотрите, огромные полотенца. Очень нежные, такие мягкие, хорошие. Вот они, их не надо стирать в порошке, там, кипятить, горячую воду. На 18 минут ополаскивать в средней водичке. И все. Они ни цвет не потеряют. Зачем их кипяток? Мы сейчас после бани сразу же кидаем в стирку, правильно? На них пятен никаких не бывает. Вот такая вот вышивка. Посмотрите, какая красивая вышивка. И вот они все. У них и лицо, и руки. Ну, я покажу вам. Но в бане 3 штуки. Вот баня 3 штуки у нас идет. Это у нас идет 1800. 3 штуки баня. Вот так упаковка. Вот. 1800. Они у нас были по 2000. Обратите внимание. Сейчас на все идет скидка. Вот с этого набора я одно розовое взяла. Вот белое и голубое остается. Да? Дальше. Лицо у нас 3 штуки. 3. Обычно бывает лицо 4 или 5. Но это такая серия полотенец. Здесь лицо именно вот 3 штуки. Это стоит 1500. Вот. И руки то же самое стоит 1500. Почему? У нас обычно была баня 2000, лицо 1700, руки 1500. То там у нас лицо 1500, потому что там 3 штуки. А здесь их 6 штук. Получается, что 1800 баня, 1500 лицо и 1500 руки. Вот такие красивые цвета. Нежнейшая расцветка. Шикарная ручная вышивка.
Полотенчики, девочки, просто класс. Под цвет вообще хорошо. Подобрать, да, вот именно под цвет. Я сейчас покажу. Сейчас я покажу. Вот. Вот сейчас я. Секунду. Посмотрите. Ну вот так вот они идут. Это 3 баня. 3 лицо. И руки у нас бывает в упаковке 6 штук. Вот. Смотрите, какие красивые, нарядные цвета. Ну как можно такие полотенца не купить? Это же вообще красота какая. И самое главное, девочки, я вот, вы знаете, я когда приезжаю на рынок, я становлюсь такой жадной. В каком плане? Я хочу все самое красивое. Из красивого купить самое красивое. Вот жадная в плане выбора. Вот у меня нет таких мыслей, да, пойдет им. Или ха-ха, мега ререзем, лишь бы мне продать. Ага, я готова бегать целый день, ну, чтобы выбрать самое-самое лучшее. Чтобы вы, когда получили товар, могли любоваться и говорить, ой, спасибо, киса, большое спасибо, какое все красивое. Тут у меня 2 в одном. Да, первое, конечно, я хочу заработать. Ни для кого это не секрет. Ну и работа моя нелегкая. Это очень тяжелый труд. Но я стараюсь для клиентов, вот я выкладываюсь на все 100%. Я выжимаю себя как лимон, чтобы вы радовались, чтобы действительно товар был качественный, красивый. Это тот товар, которым пользуюсь я сама. Не то, что там вам привожу что-то другое, я сама пользуюсь. Я сама себе недавно только оставила полотенце. Вы сколько лет пользовались старыми полотенцами, ну просто жалко их выкинуть. Ну вот новое, я вот перед Новым годом себе решила сделать подарок, хотя мы в этом не нуждались. У нас полно полотенец. Ну, это мы с Арой кому-то раздадим. Сейчас у нас расхламление будет. Будем отдавать все, что не нужно, будем все раздавать. Поэтому я вам говорю еще раз. Цена 1800, это баня идет, вот она. А 1500 3 штуки лицо. И 1500 6 штук руки. Вот все рисунок под цвет. Обратите внимание. Все под цвет. Все. Так, девочки, ну и давайте добьем тему с 23 февраля. Ну, чтобы напомнить. Вот такая упаковочка, да? Лицо это. У них рук нет, у них есть лицо и баня. Вот такая вот упаковочка. Это вот лицо, здесь 4 штучки. Вот. Да. И вот такая вот. Здесь 6 штук. 23 февраля. Заказывайте уже. Так, Анжела, у тебя мужские духи есть? Одеколон ты привезла на продажу? Да. Все. У Анжелы одеколон, у меня вот полотенца и так далее. Вот Анжела за это привезет товар, возможно, у нее что-то будут, какие-то определенные наборы, даже она говорила, пытается сделать, собирается. Там может быть такой, там, какой-то лосьон для бритья, там, после бритья пенка, вот эти вот, эти, одеколон, ну, все вместе будет. У меня просто столько мыслей. Ну, в общем, вы поняли меня, да? Вы меня услышали. Давай, ты 23 февраля фотку о полотенчике, нет? Да. Когда это, не запоминаю. Сегодня, а тогда. Вот так, красиво, пойдем, чтобы сделать общее фото. Сделай красиво. Да. Да. Не шкала. Не шкала. Девочка, это кто фильм смотрел? Как называется фильм? Фильм на Новый год, который мы смотрим. А? Ирония судьбы. Вот это вот новая версия. Как он попал же тоже в другую квартиру. И там же Сергей Безруков, Боярская снимается в этом фильме. Хороший актер. Мне очень нравится фильм. Очень нравится фильм. Его можно посмотреть в любой момент. Но почему я его все время хочу смотреть на Новый год? И всегда мне некогда. Мне хочется, чтобы на улице шел снег. Вот эти передачи новогодние, фильмы смотреть. Но мне очень нравится. Так вот. И потом, когда они поняли, он же пьяно, видно, к ним попал. И потом, когда он достал паспорт при своей невесте, говорит, такой-то, такой-то. Город Москва. И тот сидит на диване в гирляндах запутанно, говорит, да, Москва, но не ее скалаш. Очень плохо ты сделала, Анжела, это не так делается.
Что же ты меня гоняете? Тут 4, да? Только вот так сделаем. Эти 4 вот сюда, чтобы разные расцветки, чтобы это было более смотрелось. Народ скажет, это вам не мешаем. Это не надо только брать по плохо. А как он шарик надул? Как он пошел в ванну, и уже когда в фильме потом эта актриса ему понравилась, ну, в фильме, и он уже не знал, что сделать, чтобы этого выпроводить, тот же всегда на связи, как он шарик взял, увидел рекламу в телевизоре, Билайн, да, по-моему, рекламировали? Шарик, пошел в ванну, надул шарик, изменил свой голос, ой. Кто не смотрел, посмотрите, пожалуйста, «Ирония судьбы», вот эта вот обновленная версия того. А? Продолжение, да. Дядя канала подсказывает нам за кадром. Так, видишь, мы сливались цвета. Ладно. А нет еще 4 с 20 февраля, чтобы рядом, как бы, чтобы это было более. Более красочно. Так что ли? Я думаю, вот так что ли? Да. Да, немножко. Девчонки, я просто хотела вам подготовить полотенце и показать. Так, я сейчас на паузу, то я тут зря трачу время. Друзья, ну вот смотрите. Вот так вот можно подарить любому мужчине. Но вот именно мальчикам, которые там 14 лет, 12, 13, 10. А также можно купить упаковку, если есть в семье папа и сын. Да, все будут пользоваться. И вот такие вот упаковочки. В них по 6 штук. Очень-очень хорошее качество, девчонки. Очень и очень хорошее качество. Все они мужские, все они подходят. Ожидается праздник. Поэтому вот можете заказывать вот такую вот красоту. Девочки, ну вот еще раз покажу вам. Вот эти полотенчики, чисто хлопок, чтобы вы понимали. Вот они полотенчики, вот такие вот. Это можно вот так купить комплект. Если, пожалуйста, мне одно такое. И, допустим, одеколончик, да, парфюм. Как вам будет угодно, так мы и сделаем. Такая вот красота. Мужчин может порадовать. Согласен. Купите сумочку там подарочную, покладете 2 полотенца. И вообще, кто будет заказывать полотенце и одеколон, сумочка будет идти у нас в подарок. И еще кое-что. Но это пускай будет сюрприз и для вас, и для вашего мужчины. От канала Киса Чечня. Все. У нас Анжелика подарила мужчинам одеколон, но не на 23 февраля. Парфюм, да. Не на 23, просто подарила брат. Он же какой папе, какой Висхану из этих? Висхану дьявольская интрига подарила сестра. Как они? Ой, как я даже не знала, что упаковка так красиво выглядит. Вот это да, дочка торгует, а мать и не знает, чем она торгует вообще. Посмотрите, как будто книгу открываем. Мы эту книгу будем читать от начала и до конца. Как говорил один товарищ, да? Маки, помнишь? Посмотрите, какая красивая упаковочка. Как будто открывается книга. Дьявольская интрига. Посмотрите. Это же шикарный подарок. Для мужчин и женщин. Для мужчин и женщин они подходят, да. И вот если вот такой вот подарочек, да, сумочка для подарочка, допустим, да. И вот будут вот такие полотенчики. Ну, 2 в наборе. Либо, например, вот так. Кися, а отправьте, пожалуйста, вот так вот. И подарочной сумочки. Согласитесь, это будет для мужчины приятно. Либо вот так вот. Киса, вы скажете, а у меня внучок, он молодой, ну как сказать, ему 12-13 лет, хочется сделать подарок. Вроде бы он еще не служил, как бы это, но все равно парень. Вот спорт. Самый лучший вариант. Одеколон можно подарить, парфюм. И вот так вот, правильно? Здесь различные цвета. Как раз для парнишек самые лучшие цвета. И очень красивые Versace. Просто я прям одно открою. Мне хочется вам показать, потому что, знаете, вам же хочется увидеть, правильно? Вам хочется увидеть.
Это мне понятно. Я вот одно полотенчико достаю, вот оно так выглядит. Очень хорошее. Для рук капитальное. И оно не такое уж и маленькое. Прям хорошее, посмотрите. Версачи. Посмотри, как красиво, действительно. Вышивка, да, как красивая. Как-то необычно красивое полотенчики, вообще супер. Вот упаковка 2000. Вот. Если вы так подарите, вот парфюм и полотенце, либо баня лицо, либо какой-то комплект, будет классно, да. Также, а это Анжела подарила отцу своему. Это Анжела, что, как называется? Кирки. Это тоже для мужчин, для женщин, да? Она и Хадиже подарила, и папе подарила. Но тут запах бомба. Нет, они все хорошие. Вот этот тоже хороший запах. У Анжелы вообще... У Анжелы, я хочу сказать, есть люди, которые в чем-то хорошо соображают, да? Кто-то в тесто хорошо с тестом дружит, кто-то там именно вот текстиль, да, я могу все объяснить, разжевать и в рот положить. Это мое. Мне нравится все текстиль. Я посоветую все самое лучшее, все. А Анжела у нас, это вот что касается парфюма, косметика, вот это сумочки, обувь, это человек с большой буквы, это, который знает об этом все и даже больше. Потому что она любит себе покупать, она уже знает, что хорошо, а что плохо, обжигалась, видела, где бывают подделки, знает, что именно бывают подделки. То у Анжелы у нас не оригинал, но люкс. То есть хорошо держатся духи. Вот я подушилась, у меня 2-3 дня висит в Хасавюрт, ездила плащ, до сих пор пахнет. Ну, конечно, оригинал будет стоить 18-19 тысяч. Ну, очень даже приемлемая и красивая упаковка, шикарная на подарок и мужчине, и женщине. Но это она брату подарила и отцу. Это не на 23-е, просто Анжелика у нас тоже любит делать подарки. Она сделала такие подарки. Также вот баракат. Бакарат. Бакарат, да. Это тоже для мужчин и для женщин, да? Да. Но они же есть не только красный флакон. Они и такой белый флакон. Белый еще какой-то, по-моему, есть. Они разные. А еще есть такой наборчик, я видела, там 6 штук разных, да, подарочные он. Маленькие пузыречки, но они разные. Такие тоже. Ты бы привезла на подарок, на обзор. Красные и белые — это самые ходовые. Самые ходовые, да. Ну, в Чечне у нас самые ходовые. Это будет на подарок. Готовьте, девочки, уже сейчас заказывайте, да, уже забирайте свои духи и чеши отсюда. И поставь, пожалуйста, мой телефон на зарядочку. Будь так добра. Вот, то эти немножко, они, чтобы вы понимали, они чуть-чуть разные расцветки. Вот, это лицо. Вот такие вот идут баня. Очень хорошее качество. Девочки, воду они берут хорошо. Вот, отлично. Это у нас что? Что это у нас? Состав хлопок 100%. Тут написано. Хлопок 100%. Вот. Если честно, у меня немножко осадок есть, когда я их показываю 23 февраля, как-то, знаете, в Чеченской Республике день скорби, ну как-то так. Ладно. Так, Анжела, вот это вот, мы их фоткали, дайте полотенце для Инстаграма, Телеграма. Ты фоткала. Да. Ну вот пока положу сюда, и потом нужно будет еще так фотографировать красиво. Для Телеграма и так далее. И так далее, и тому подобное. Девочки, сейчас еще поближе вам покажу. Я попросила поставить телефон на зарядку.